Основные причины возникновения противостояния в мире и меры противодействия новым угрозам геополитического кризиса. Главные темы круглого стола. Открывая встречу, модератор мероприятия Ахра Аристава подчеркнул, что на сегодняшний день вопросы безопасности являются первостепенными. Помощник президента по международным делам Максим Гвинджи отметил, что сегодня причин для противостояния немало. И слово «безопасность» ключевое в этом вопросе. Основные причины возникновения противостояния в мире. Почему так происходит? Можно вдаваться в разные подробности, говорить о каком-то всемирном заговоре, о геополитике, о влиянии и так далее, и так далее. Но в первую очередь давайте взглянем на суть вообще существования государств. Это на их интересы и на их контуры безопасности. Все государства практически разделяют в более-менее схожие элементы безопасности. Вы прекрасно знаете, что бывают геополитические, политические, экономическая безопасность, информационная, кибербезопасность. Все эти контуры каждым государством определяются. Если говорить о перечисленных аспектах, то, по мнению Максима Гвинджи, для многих стран на первом месте стоит геополитическая безопасность. В случае США, например, которые вот в этом международном противостоянии выступают основным двигателем, которые провоцируют всю эту международную нестабильность, очевидно, что один из этих элементов безопасности является под угрозой. Я бы не сказал критической, но определенно под угрозой. Потому что США действуют именно таким уже варварским и открытым способом, который, кстати, они давно запланировали. Следовательно, вот это стабильное состояние жить в угрозе, и действовать в США мы можем наблюдать на протяжении уже более 20 лет. Во встрече в режиме онлайн принял участие приглашенный эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Стародуб. Он ответил на вопросы участников круглого стола. По вашему мнению, то, что сегодня происходит на Украине, с учетом того, о чем мы говорили здесь, какой конкретный итог мы ожидаем получить на выходе? Не только завершение спецоперации, достижение поставленных целей, я имею в виду геополитический итог и влияние этого итога на постсоветское пространство. Геополитически необходимо указать, что интересы Российской Федерации должны быть учтены, и Российская Федерация будет их защищать. Геополитически государство Украины, как антироссия, должно перестать существовать. Это должно быть либо нейтральное и дружественное для России государство. Российская Федерация, на мой взгляд, должна создать какой-то новый такой уклад международного права, в котором бы учитывались мнения, учитывались интересы многих государств, и чтобы ни в коем случае однополярность восприятия этого международного права никак не могла бы доминировать в таких организациях обеспечения глобальной безопасности, как Совет Безопасности ООН и ООН в целом. Если не дотянутся до наших ресурсов, я полагаю, что следующим объектом такой консолидированной агрессии станет наверняка Ближний Восток. Участники встречи отмечали, что Россия многократно призывала Запад отказаться от стремления расширять НАТО на восток и приближаться к ее границам. Однако страны Североатлантического альянса, вопреки данным Москве обещаниям, игнорировали интересы Российской Федерации. Тут я хотел бы еще вспомнить Югославию в 1999 году, Ирак в 2003 году, Ливию в 2011 году. И тогда Вашингтон выдавал эти операции как необходимые для обеспечения собственной безопасности Соединенных Штатов. Но вы прекрасно знаете, эти регионы находятся за тысячи километров от территории Соединенных Штатов. И тут им позволительно было, когда НАТО приближается к непосредственным границам, то тут весь Запад завопил. Но Россия долго терпела, само собой, но когда недружественный Запад подобрался уже как я сказал, прям к границам,
и в нарушение, кстати, предложенной России системы принципов, наверное, да, там равной и неделимой безопасности, я не ошибаюсь, да, по-моему, так было озвучено, да, втягивая Украину, Грузию в НАТО, да, и демонстративно пренебрегая интересами других стран в области политики, экономики, безопасности, конечно. Ну вот и сложилась такая ситуация глобального хаоса, который мы сегодня наблюдаем. В завершении встречи было еще раз отмечено, что многих граждан республики волнуют вопросы безопасности Абхазии. Как известно, Грузия постоянно при поддержке Запада наращивает свой военный потенциал. Также Запад во главе США обеспечивает Грузию современным высокотехнологичным оружием и военными инструкторами НАТО. По данным российских военных экспертов, Грузия на период 2008 года была самой боеспособной армией в мире. На сегодняшний день Грузия наращивает военные возможности более чем в состоянии 2008 года. Поэтому необходимо четко проанализировать позицию Грузии, которая продолжает укреплять и наращивать военно-экономический потенциал. На мой взгляд, чрезвычайно важно экстренно провести реформирование вооруженных сил Республики Абхазии, определить готовность родов войск в современных условиях, особое значение возложить на мобильность, универсальность подготовки солдат и офицеров, скоординировать свои действия с командованием 7-й военной базы, особое внимание придать возможностям наших ПВО и возможностям наших союзников. В ходе встречи также обсуждались вопросы экономической, продовольственной безопасности и образования. Гугут Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.